Жемчужина Чеченской Республики озеро Козиной-Ам расположено как раз на границе с Дагестаном, и, проезжая в село Гагатли, можно насладиться его уникальной красотой и месторасположением. За суетой современной жизни нам не так часто удается выехать куда-нибудь за пределы даже своего села, хотя раньше наши предки активно общались и имели тесные бытовые и культурные связи с приграничными дагестанскими селами. И хотя время оставляет свои следы даже на камнях, разрушая и разбрасывая их, но люди продолжают сохранять бытовой уклад, который на протяжении столетий позволял им выживать в этих непростых условиях. Доброе утро. Вот она командир. Давай, бабуля, чуть-чуть попробуем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вкусная, вкусная. Очень даже вкусная. Я тоже попробую. А что вы натягивали? Сначала жарят. Да, вкусная штука. Мы находимся в мельнице. Ну, здесь производят, измельчают льняное масло. Это даже наши бабушки... Ну а ты здесь и живешь рядом, да, с этой мельницей? Да, здесь живу рядом. И из соседних сел тоже сюда приезжают, чтобы ее сделать. Потом ее, Чечню, Север далеко привозят продавать. И, это из давних времен бабушки тоже этими занимались, да. Теперь ты этим занимаешься, да? Да, я помогаю. Ну, то есть ты знаешь, как этим делом заниматься. Да, Если что, можешь в любой момент... Да, помогать могу. И в основном сюда все приезжают и делают... льняное масло вот это Да. вот. Ясно. А сколько вообще мельниц по Гагатли, по селу? Только одна. Одна вот эта мельница, да? Даже из соседних сел такого нету. Только у нас здесь одна. То есть это вот такая уникальная такая мельница. Сколько ей лет этой мельнице? Я не знаю, больше, чем мне. Ну, я думаю, лет 100 ей есть. Наверное. И ясно. Мой дедушка ее производитель. Ага. Да. Шучу, знаю. Не, все, спасибо, что вы сохраняете традиции. Спасибо вам, что приехали. Что она работает, эта мельница. Да. Спасибо. Чеченцы называют перемолотый лен вета. Часто покупают на месяц Рамадан, так как вета обладает одним свойством. Оно очень хорошо насыщает, и человек долго не чувствует голода. Вету разогревают со сливочным маслом и сахаром на сковороде и едят часто с белым хлебом. Все, идем дальше. Да, давай. Эта кладка тоже. Камни как обтесали, подгоняли.
Туда еще есть такие. Вот этот самый старый дом в селении Гагатли. Посмотрите, какие балки. Все сохранилось, но, к сожалению, дом уже не жилой. Когда смотришь на то, что построили твои отцы и деды, даже если это уже разрушено или находится в заброшенном состоянии, все равно чувствуешь, кто ты есть на этой земле. Резной наличник или каменная арка над входом в дом, или кованая решетка – все это особенности твоей национальности. Только тебе присущий культурный код, в котором, как в зеркале, отображена история народа. Вот, а сейчас мы подходим к кожевенной мастерской. Мы находимся в селении Гагатли, Вотлинского района. Это древнее село, одно из селений Андийского округа. Вот этот дом Хадис Илалал, жили богатые люди были, они торговцы, держали свой магазин. Чем они занимались? Они в основном торговлей занимались. Ну, это как крепость построенный дом, там внизу еще есть стены высокие, отвесные, бойницы здесь. И вот, уважаемые телезрители, посмотрите, мы нашли наличники. Как интересно они вырезаны все. В таком как бы русском стиле, но на самом деле это Северный Кавказ. Село Гагатли. А вот связи села Гагатли с Чечней, с чеченскими селами? Ну, всегда были связи. Они приезжали к нам для покраски бурок, привозили ольховую кору. Они сами привозили на продажу. Наши люди тоже привозили. Ну, муку меняли на соль. Соль покупали там в соседнем этом. Гагатли называется селение. Они соль добывали. Раньше же не было так, что привозили, как теперь, магазинов не было. Ну, то есть натуральное хозяйство, обменивались? Да, обменивались в основном муку на соль. Ага. Соль где-то брали тоже, или бурки свои возили. А вот вы сказали, бурки красили вот этой вот ольховой корой. Корой, да, черная. Это краска очень устойчивая получается из ольховой коры. И эту кору привозили из Чечни? Да, из Чечни привозили. И всякое. Ну, они в основном овец покупать, продавать тоже приезжали. И наших вот молодежь тогда кунакам отправляли, чтобы язык изучать. 3-4 месяца там находишься, не с кем же говорит по-своему. Но они по неволе учились. Вот дедушка покойный тоже рассказывал. 3 месяца, говорит, у кунаков провел по-чеченски. Все старики разговаривали. Это у кунаков, значит, вы своих детей отправляли в Чечню? Да, чтобы культурные связи укрепить, куначество там, чтобы... Вот это интересный момент. На лето, да? Ну, не знаю даже. Возможно, на лето. Раньше это. Теперь уже, конечно, русский язык для всех общий есть. Но есть, теперь тоже говорят по-чеченски люди. У них есть старики, которые по-нашему разговаривают. Ну, реже. То есть связи были тесные? Да, связи были тесные. Сейчас тоже есть связи. Всегда у нас постоянно. Все вот горное селение Абиной. В основном от Харачева ведено, с ними у нас контакты побольше, чем с равнинными. Ну, бывает, ну, связь есть, как-никак. Это хорошо, тем более приграничное село. Да. Теперь вот они турбазу построили, уже открытие было где-то 2 недели назад, наверное. Да, на Козиной Аме. Да. И вот еще одни такие ворота каменные. Ну, потрясающие просто.
Просто кто-то ставил железные двери, а в Гаготлях совершенно потрясающие каменные арки и вот такие вот ворота. Вот такие вот маленькие средневековые улочки. Потрясающие окошки. Все балки сохранились. Древнее село наше и все вот это участок 2500 лет мы отмечали где-то несколько лет назад, 5-6 лет назад, что ли, в Анде отмечали. 2500 лет? Говорят, да, раскопки находили, тут в учебниках есть такие эти самые моменты, там бронзового жеребца вроде нашли, маленький памятник какой бы, это самое. Надо показывать молодежи, чем занимаются соседи, какие культурные есть связи, какие культурные есть, моменты. Вот, взаимосвязи между двумя народами, между дагестанским и чеченским народом. И то, что они все время были очень тесными. Да, были тесные контакты, были... Например, если уже в Казахстане, когда на заработки ездили наши люди, в Казахстане, когда я чеченцев встречал, уже как односельчанина, они к нам тоже так же относились. Потому что издревле у нас эти связи, и культурные, и всякие, и родственные, все связи, короче говоря, по возможности, какие можно. Что у нас есть, они у нас покупают или берут, что у них есть, мы у них. Это традиция отцовская, отцы нам передали, мы тоже будем поддерживать. Добрый день. Добрый. Как дела? Как поживаете? Нормально. Как здоровье? Да ничего нормального. Это очень. На машинах все, дороги расширились. Раньше эти дороги все пешеходные были, машины не ездили здесь. А сейчас немножко расширили, да? Да, это все дороги почти расширили уже, хотя бы чтобы УАЗик или Газель, что мог. А так на спине, с гор даже вот рулон сена, с гор таскали женщины на своей спине. Вот я помню в детстве сам ходил с ними. Километра 2-3 вверх, потом вниз. И женщины сейчас также и сено таскают. Нет, сейчас в основном на машинах. Даже на машинах, ишаки сейчас отдыхают, даже можно сказать. Там то довольны. Наоборот, довольны. Раньше вот ноги бывали у них всегда пораненные, спины облезли. Потому что таскали все время. Вообще вот таких вот арок я по Чечне нигде не видел, чтобы такое было вот арочный дом. Это жилой дом был, то есть это в жилой дом это был. Не то, что жилой, это большой жилой дом. Раньше таких больших домов не было. Весь комплекс такой, как бы крепость тоже. Ну, система считается крепкой, это арочная система всегда везде. Не знаю, это или то ли от персов переняли откуда-то. Да? То ли от арабов. Ну, торговые связи были и конечно, сюда были. же и персы заходили, Да, и разные люди. Это великий шелковый путь пролегал. Связи тогда тоже были. О, за водой идет. Раньше народ здоровый был. Вот 85-90 лет люди
сейчас лучше нас ходят, потому что они физически работали много. Как сейчас воды тоже много не было, там источников меньше было, 2-3 источника по всему селу, я помню. Да, старик чеченский знает. Четко. Как обычно, чтобы узнать побольше о людях, которые в древности жили в этом селе, мы посещаем старинные кладбища и изучаем надписи и рисунки на камнях. Не все хорошее уходит вместе со стариками. Многое остается. Остается мельница, кожевенные мастерские, производство колбасы и сыра и многое другое. Сравнивая, как живут твои соседи, можно многое понять о себе самом. А рисунки и знаки на памятниках еще раз напомнят нам, кто мы есть, в чем наше сходство и в чем различие, какая у нас вера и как все это существует в гармонии с природой. И вот здесь, уважаемые товарищи телезрители, посмотрите. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмиконечная звезда над полумесяцем. Вот здесь вот просто цветочек. Вот здесь посмотрите, какая красота. И заканчивается все шестиконечным таком, снежинка над полумесяцем.